Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут доктор Нилс Душек. Я гражданин Германии и разработчик препарата Билурон. В настоящей презентации вам хочу рассказать несколько слов о истории возникновения препарата Билурон, о его механизме действия и о возможностях употребления его в ежедневном процессе. За ошибки в моем русском языку извиняюсь, но постарался чем лучше изучить и освоить русский язык. Препарат Билурон – это, можно сказать, ортомолекулярный препарат и производится в Германии. Производителем есть моя компания Grammer-Revit, и производим Билурон для Coral Club International. Билурон считается торговой маркой Coral Club International. Препарат Билурон относится к группе биологически активных добавок к пище. Не считается лекарством. В состав Билурона входит комплекс гиалуронной кислоты вместе с хондроитином, как ударное вещество, инвертный сахар для хранения, витамин Е как антиоксидант, калиум-сорбат как консервант и вода. Вода структурирована. Сначала несколько слов об истории препарата Билурон. Разработки его начались уже 20 лет тому назад. Дальше. Как всегда в медицине, первые эксперименты с гиалуронной кислотой в поисках эффективной формулы были сделаны на мышах и крысах. После того мы прошли на экспериментальную базу с более крупными животными, собаки и лошади. В итоге в 2000 году мы закончили успешно испытания на лошадях и год позже испытания на добровольцах-спортсменах. Результаты эти покажу в следующих слайдах. И в 2013 году завершили одну из последних регистраций препарата на основе гиалуронной кислоты под названием Билурон в России. Дальше. На следующем слайде показаны результаты лечения хромоты у лошадей. Эффективность лечения после одномесячного приема гиалуронной кислоты оценивали ветврачи, и здесь следующие результаты. У 38% лошадей было улучшение, у 52% было значительное улучшение. Это все в сравнении с другими терапевтическими процедурами. Без изменений осталась группа 10% лошадей. То значит, что здесь получается для улучшения и значительного улучшения 90% результат. Ухудшение хромоты не показано ни у одной лошади. Дальше.
Похожие результаты мы получили и у людей, как видно в слайде номер 8. У спортсменов это был хоккей и маратон, где у 35% больных было улучшение и 65% значительное улучшение. Ухудшение или без влияния не было у группы людей. Мы поэтому спрашивали, почему этих 10% было у лошадей, и обнаружили при последующей проверке материалов, что там был значительный эффект ошибочной диагностики. Дальше. Теперь несколько слов к компонентам, из которых состоит билурон. Дальше. Основным компонентом билурона является гиалуронная кислота. Гиалуронная кислота – это, что касается химической структуры, соединение огромного количества полисахаридных единиц, которые имеют большую молекулярную массу. Эта большая молекулярная масса – это одна из причин, почему очень тяжело всасываются химические составы с похожей структурой. Гиалуронная кислота имеет одну из главных функций в организме – это привязка воды. В том же самом плане и привязывает воду и делает основный компонент синовиальной жидкости. Но как единственный компонент билурона имеет гиалуронная кислота, в отличие к хондроитину и остальным, и регуляторные свойства, потому что сможет привязываться на собственный рецептор и регулировать рост и размножение хондроцитов. Дальше. Необработанная гиалуронная кислота имеет очень тяжелое всасывание в кровь, как видно здесь на следующем сайте. Эта красная палка в середине – это стенка кишечника, через которую эти длинные молекулы очень тяжело проходят, и в процессе прохождения они расцепливаются на моносахариды. То значит, в итоге в крови уже не найти гиалуронную кислоту. Таким же образом можно кушать и белый сахар. Результат будет тот же самый. Нашей задачей было посмотреть, как можно повлиять на структуру химическую молекулы гиалуронной кислоты, чтобы прохождение через кишечник не помешало ей биологической активности как гиалуронной кислоты целиком. Дальше. Как я сначала уже сказал, результатом выше 270 экспериментов было обнаружение определенной оптимальной молекулярной структуры гиалуронной кислоты, которая позволяет проходить через кишечник целиком в цепах различной длины, которые в состоянии после прохождения опять соединиться в готовую длинную гиалуронную кислоту. Говорим о так называемом процессе ресинтеза. Вот эта гиалуронная кислота, которая таким образом изменена и проходит через кишечник, она находится в препарате билурон. Дальше. Следующим компонентом это хондроитин-сульфат. Хондроитин-сульфат
является очень важным структурным компонентом хрящи и хрящевого матрикса. В разнице к гиалуронной кислоте хондроитин сульфат является чисто стройматериалом. Он не имеет никаких биологических регуляторных свойств, как гиалуронная кислота. Следующим компонентом это инвертированный сахар. Инвертированный сахар мы включили в наш препарат сначала чисто как консервант, но он химически состоит из равных долей глюкозы и фруктозы. Но показалось в поздних работах, что он не только консервант, но и только как источник энергии для хондроцитов и как стройматериал для собственного производства гиалуронной кислоты в организме. Дальше. Эти два главные компоненты, гиалуронная кислота и хондроитин, они в нашем препарате вместе связаны ковалентной связкой во форме гиалурон-хондроитинного комплекса. Здесь на картине видно вот темные это хондроитинная структура и хондроитинная доль и белые это доль гиалуронной кислоты в комплексе. После прохождения кишечником в кровь приходят транспортными белками на капсулу сустава и проходят через капсулу в суставную жидкость. В этом моменте прохождения разделяется гиалуронно-хондроитинный комплекс и отдельно проходит гиалуронная кислота, которая накапливается в жидкости сустава, и отдельно проходит хондроитин, и хондроитин используется в хрящи как стройматериал. Дальше. Здесь на картинке видно здоровый сустав, который состоит из кости, хрящи, это желтые, суставной капсулы, зеленые, и синовиальной мембраны, которая ограничивает синовиальную жидкость. Основным компонентом этой синовиальной жидкости здесь синяя. Это гиалуронная кислота. Дальше. Здесь на следующей картинке видно тот же самый сустав изменен в процессе артрозы. Главным характеристиком больного сустава это то, что убивает хрящи, и что капсула становится более толстой в сравнении с здоровым суставом. Дальше. В процессе наших разработок мы хотели объяснить для себя механизм действия гиалуронно-хондроитинного комплекса, который находится в препарате Билурон. Поэтому мы взяли гиалурон-хондроитинный комплекс и маркировали его радиоактивным маркером и смотрели его разделение в организме. Показалось, что уже в лимфу после приема проходит через 15 минут и до 2 дней может состоять в лимфе, пока не проходит в синовиальную жидкость. Это прохождение в синовиальную жидкость начинается 24 часов после приема. В синовиальной жидкости он связывается с рецепторами клеток хряща, хондроцитов, и с
stimuliruje takým obrazom výrobotku собственной endogennoj гиалуронной кислоты. Это покажем на следующих слайдах. Дальше. Что творится в суставах в процессе артрозы в течение приема билурона? До приема гиалуронно-хондроитинного комплекса находятся в суставах разрушенные хрящевые клетки, вот желтенькие, и в жидкости, суставной жидкости синовиальной находится гиалуронная кислота, но она частично изменена из-за процесса воспаления, который в суставе произошел. То значит, гиалуронной кислоты здесь минимум, поскольку здесь минимум гиалуронной кислоты, она не способна привязываться на рецепторы хрящевых клеток и так регулировать их действие. Рецепторы – это те стрелки, которые видно из желтых клеток. Дальше. С момента первичного приема билурона начинается в организме процесс насыщения гиалуронной кислотой. То значит, мы приводим из наружья гиалуронную кислоту, которая накапливается в синовиальной жидкости. Тем же образом в синовиальной жидкости уже два варианта гиалуронной кислоты. Первоначальная, которая была изменена воспалительным процессом, и здесь видно желтенькая, которая в препарате билурон. Таким образом повышается концентрация гиалуронной кислоты, и при определенной концентрации начинает привязка гиалуронной кислоты на собственный рецептор. Этот рецептор это специфический для гиалуронной кислоты, который на поверхности хондроцитов, и он после привязывания гиалуронной кислоты активизируется. Это значит, там красным цветом здесь показано. Активированный рецептор позволяет клеткам размножение, пролиферацию и выращивание новых клеток в хрящи. В том же часе идет и во время приема идет и повышение концентрации хондроитина, который накапливается в жидкости, но он пока еще без определенных свойств, потому что хрящевые клетки, они не могут его перерабатывать и внести в матрикс, поскольку они не активированы. Только после активации гиалуронной кислотой смогут хрящевые клетки перерабатывать хондроитин в виде стройматериала, чтобы сделать новые слои хрящи. Дальше. Здесь видно состояние сустава после приема билурона, после 30-дневного приема. Характеристически есть, что там произошла благодаря активации рецепторов CD44, произошла пролиферация хондроцитов, то есть размножение хондроцитных клеток. Эти нормализируют свой метаболизм и способны уже сами вырабатывать гиалуронную кислоту, так как в здоровом суставе. То значит, теперь уже появляются у нас три вида гиалуронной кислоты. Первоначальная гиалуронная кислота, которая при воспалении уже была в суставе. После того экзогенная желтая, которая в препарате билурон.
И как результат оздоровления появляется третья форма эндогенная гиалуронная кислота, которую выпускает организм себе сам. Дальше. На следующем слайде показана постепенная возможность восстановления сустава после регулярного приема билурон. Вплоть до того, что заканчиваются воспалительные процессы, и обновленная синовиальная жидкость позволяет суставам без огромной боли движение. На следующих двух слайдах более схематически показан еще раз процесс восстановления хрящевых клеток после приема билурон. Дальше. На слайде номер 25 видно, как меняется динамика и содержание гиалуронной кислоты в жидкости суставов во время и после приема билурон. На первой неделе, когда начинается процесс приема гиалуронно-хондроитинного комплекса, вначале находим в суставной жидкости только воспалительную гиалуронную кислоту. Постепенно с ежедневным приемом билурон накапливается экзогенная гиалуронная кислота, здесь красный цвет. Этот процесс накапливания идет до конца приема на 30-й день. В определенный момент есть накапливанное уже такое количество гиалуронной кислоты, которая позволяет привязку на рецептор CD44, это где-то в пределах третьей недели приема. С того момента начинает организм сам выделять еще эндогенную гиалуронную кислоту. Интересно, что в четвертой неделе, когда процесс приема уже закончен, растет эндогенная дальше, эндогенная продукция гиалуронной кислоты, и так же самое на 5, 6, 7 неделе до достижения биологического определенного максима и без последующего приема билурон. Дальше. Теперь несколько слов о принимании билурона в процессе влияния и ухаживания за суставами. На следующем слайде номер 27 показан зависимость выработки гиалуронной кислоты от возраста. Однозначно показано, что до 20 лет организм способен вырабатывать себе гиалуронную кислоту в полном объеме. И после 20 выработка производительность гиалуронной кислоты падает, и 60-летний имеет уже столько лишь 10% выработки гиалуронной кислоты, которая ему нуждается. Это однозначно доказано, что организм надо субституировать из наружья гиалуронную кислоту, потому что как только упадет концентрация пониже активирования рецептора CD44, восстанавливаются и процессы оздоровления в суставах. Билурон предназначен не только для больных, но и для здоровых людей. В первой очереди это мы в течение последних 10 лет накопили ведомство, где можно применять гиалуронно-хондроитинный комплекс. Это у детей
здоровых детей в фазе роста, у спортсменов, когда у них идет или перегрузка, или профилактически до нагрузок и соревнований. И у пожилых людей возрастный износ произошел, можно восстанавливать опять назад хрящ с помощью билурона. И классические применения это артроз и патология межпозвоночных дисков. И в последних летах мы сделали большой эксперимент в Вьетнаме, где нам удалось доказать, что с помощью билурона можно в комплексной терапии очень хорошо влиять на подагру. Суммарно можно сказать насчет билурона, что он свое действие полностью направляет на первопричину артроза, то значит восстанавливает хрящ. Поскольку он ортомолекулярный препарат, есть полностью без побочных эффектов, и можно его подавать и принимать пациентам, которые получают разные лекарственные средства. Пациент должен знать, что здесь идет процесс накопления в суставах гиалуронной кислоты, и этот процесс длится не меньше 2-3 недель. После этого времени уже начинают чувствовать первые улучшения. Курс повторяется 2-3 раза в год, и очень важно, надо промешивать во время приема, размешать, потому что там идет осадок. Этот осадок, он за счет витамина Е. И важный и один момент, который здесь на слайде не показан, что терапевтический процесс 2 бутылок надо обязательно закончить. То значит, если уже по первой бутылке такое улучшение, обязательно надо взять и 2 бутылку. Весь 30-дневный процесс надо закончить. Если сравнить наш билурон с другими хондропротективными препаратами, за счет того, что у нас находится комбинация и гиалуронной кислоты вместе с стройматериалом, то значит с хондроитином, имеем несколько преимуществ, которые в остальных препаратах не находятся. Самым главным преимуществом есть, что мы не только регулируем через рецептор CD44 пролиферацию хрящевых клеток, но и сразу же дадим им стройматериал хондроитин, чтобы восстановить хрящ в суставах. Dalším преимуществом je, что билурон можно принимать и профилактически. Там это не рекомендуется профилактически при инъекции, использовании инъекций. А он работает и в тяжелейших формах. То значит, когда сам основной Основным вопросом есть, чтобы было в суставе присутствие каких-то остатков хрящей, как, например, при артрозе степени 4, с которого можно начать восстанавливать. Потому что при степени 5 там уже нет хрящевых клеток, и там даже и билурон не очень поможет.
Билурон разработан и производим в Германии. Поставляем его в 35 стран мира и под названием Билурон теперь и в Россию. В следующем показано несколько фотографий с производства современное, где гиалуронная кислота вырабатывана в биоферментерах и производственные мощности позволяют делать ежедневно несколько тысяч бутылок билурона.